Представляем последовательность правителей уйгурского буддистского государства, известного как уйгурское турфанское идыкутство. Титул правителя – Идикут, что означает «государь блаженства». Имена идикутов с IX века по XII век в настоящее время восстанавливаются из уйгурских буддистских хроник, пострадавших от пожаров исламистов. Начиная с XII века династийная линия идикутов записывалась в хрониках Юаньши Монгольской империи Хубилая. В XIII и XIV веках идикуты Турфана получали от юаньских императоров титул Ван Гаочана, царь Гаочана. Линия идикутов Турфана, начавшаяся с легендарных каганов и достигшая расцвета при Барчуке-Артигине, прервалась в XIV веке после героического сопротивления империи Хулагу и победы Улуса Чагатая в Турфане при идикуте Хаджире-Тигине. Титул постепенно утратил территориальную связь с исконными уйгурскими землями, превратившись в аристократический титул Монгольской империи Юань. В то же время, в Турфане появились новые уйгурские ханы, мусульмане. Хали-хан, каган уйгурского турфанского идыкутства, правил в первой половине XII века. В 1127 году, когда империя Цзинь уничтожила Северную Сун, что известно в истории как Цзиньканская катастрофа, Каган Хали-хан в первом месяце того же года направил дань императору Цзинь Тайцзуну Ваньяньшину. Белек-хан, каган уйгурского идыкутства, преемник Хали-хана. Когда Елюй Даши из государства Ля отправился в западный поход и проходил через уйгурское идыкутство, он обратился к Белек-хану с просьбой о проходе через его территорию. Отправил ему такое послание. В прошлом, когда наш император Тайцзу, основатель династии Ля, отправлялся в северный поход и достиг города Бугут-хана, он немедленно направил посланника в Ганчжоу к твоему предку Умучжу с посланием: «Тоскуешь ли ты по своей старой родине? Если да, то я восстановлю ее для тебя. Не хочешь ли вернуться? Тогда я приму ее под свою власть. Для меня это важно, как и для тебя». Твой предок представил благодарственный меморандум, в котором сказал, что уйгурское государство переселилось сюда. Прошло более 10 поколений. Как военные, так и гражданские лица привыкли к своей земле и тяжело воспринимают переселение, и не имеют желания вернуться обратно. Таким образом, между нашими государствами существуют давние дружеские отношения. Сейчас я направляюсь на запад, в государство Даши Исламский халифат, и прошу разрешения пройти через твою страну. Не сомневайся в наших намерениях. Белек-хан согласился и оказал Елюй Даши щедрый прием. После того, как Елюй Даши основал государство Западное Леокаро-Китайское ханство, уйгурское идыкутство стало его вассалом. Юэсин Тимур, также известный как Юэр Тимур, каган уйгурского идыкутства, правил в первой половине XIII века. В то время уйгурское идыкутство было вассалом государства Западное Ля, но сохраняло автономию. Когда Чингисхан отправился в свой западный поход, сын Юэр Тимура, Барчук-Артигин, перешел на сторону монголов и стал зятем и приемным сыном Чингисхана. Барчук-Артигин – идикут уйгурского идыкутства в начале XIII века. Титул идикут, означающий «государь блаженства», был царским титулом правителя. Барчук первоначально был вассалом государства Западное Ля. После возвышения Монгольской империи в 1209 году он казнил Шао Цзяня от Западного Ля и направил послов с выражением покорности монголам, перейдя на сторону Чингисхана. В следующем году его войска одержали победу над сыновьями давнего врага монголов, предводителя меркитов Тота на реке Чанче, и направил гонцов с известием о победе и данью в виде драгоценностей. В результате Чингисхан даровал ему официальный титул и признал его своим пятым сыном, следующим после Джучи Чагатая, Угэдэ и Талуя, велев ему быть названным братом с князьями своими, и милость к нему была выше, чем к другим государствам. В 1211 году Барчук прибыл к реке Керулен на аудиенцию к Чингисхану, который выдал за него свою дочь Алтун-Быги. Барчук сохранил титул идикута и право управлять уйгурскими землями. В Бишбалыке была учреждена палата министров и назначен Даругачи. В 1219 году он во главе уйгурского войска присоединился к монгольской армии в походе на Хорезм и Персию. Захватил город Янгикант. В 1226 году участвовал в походе против Западного Ся, где проявил себя. После вступления на престол Угэдея, принцесса Янь Лигань скончалась до замужества и Барчуку была обещана в жены принцесса Араджа-Быки, но он умер до свадьбы. Его сын Кишемисы вступил на престол и женился на принцессе Араджа-Быки. В 1229 году после смерти его отца Барчука, великий хан Угэдэй утвердил его в звании идикута. Во время регенства ханши Тёрегене вдовы Угэдэя Кишемисы скончался. Его преемником стал его брат Салиндин Тыгин. Салиндин Тыгин, второй сын идикута уйгурского идыкутства Барчука Артигина. В 1240-х годах, во время регенства Тёрегене, когда его старший брат, Кишемисы скончался и Салиндин Тыгин взошел на престол как идикут, они примыкали к монгольскому клану чингизидов, Угэдэ и Гуюка.
и находились в противоречии с кланом Талуя. После смерти Гуук-хана Салиндин-Тегин оказался вовлечен в борьбу за ханский престол между кланами Талуи и Угэдея, поддерживая Угэдея. В начале правления Мунке-хана Салиндин-Тегин поддерживал связь с вестником от клана Угэдея, Бала-Бичекчи, собрал 50-тысячное войско и разместил его в окрестностях Бишбалыка. Он планировал действовать совместно с вдовой Гуук-хана Ханшей Агул-Гаймиш и Хучаром против Мунке. Однако заговор был раскрыт. Салиндин-Тегин получил приказ явиться ко двору, где под давлением дал признательные показания о якобы искоренении мусульман. В 1252 году он был отправлен под конвоем обратно в Бишбалык. Став великим ханом, Мунке приказал его казнить, используя в качестве предлога сфабрикованное обвинение в преследовании мусульман. Его брат Угулчун-Тегин был назначен Мунке новым идикутом Турфана. Угулчун-Тегин, третий сын идикута уйгурского идикутства Барчука-Артегина. Угулчун-Тегин скончался вскоре после этого. Ему наследовал его сын Мамлюк-Тегин. Мамлюк-Тегин, внук идикута уйгурского идикутства Барчука-Артегина, сын Угулчуна-Тегина. Впоследствии он во главе Тумена в 10 тысяч воинов войск Тума разведывательных и передовых отрядов присоединился к походу хана Мунке против Южный Сун. Участвовал в осаде горы Диои в Хэйчжоу и отличился там. Вернувшись в Турфан, он скончался. Его сын Хаджир-Тегин унаследовал престол. Ходжир-Тегин, правнук идикута уйгурского идикутства Барчука-Артегина. В то время Хайду, правитель Улуса Угэдея, поднял мятеж против Хубилая, создав угрозу для уйгуров. Ходжир-Тегин получил приказ собрать и устроить уйгурское население, рассеянное в результате беспорядков, вызванных Хайду. Для обороны от Хайду империя Юань учредила на западе Юань-Шуайфу, командование в Бишбалыке, и Сюаньвэйши, управление главного умиротворителя в Турфане. Уйгурский судебный пристав Дуаньши-Гуань был преобразован в протекторат Бишбалыка, Бэйтин-Ду-Хуфу. В 1275 году Дува-хан, правитель Чагатайского улуса, вторгся в Турфан 120-тысячным войском, потребовав сдачи города. Идикут отказался, поклявшись: «Пока живу, этот город мой дом, если умру, будет моей могилой», и оборонял город в течение 6 месяцев. Дува-хан так и не смог взять город штурмом, и он направил послание: «Я тоже потомок Чингисхана, почему не присоединяешься ко мне? Твой предок тоже женился на принцессе, дочери Чингисхана. Если выдашь за меня свою дочь Йолик Эльмиш, тогда я сниму осаду». Идикут Хаджир сказал: «Разве я пожалею одну дочь, чтобы не спасти жизни народа? Но я в конце концов не увижу ее». Вывел свою дочь Йолик Эльмиш и на богатых покрывалах спустил с городской стены и отдал им. Тогда Дува-хан отступил. Хубилай высоко оценил заслуги Хаджир-Тегина и выдал ему в жены принцессу Бахар, дочь Гуук-хана, и велел вернуться управлять в Турфан. Позже, из-за опустошенности и бедственного положения Турфана, Хаджир-Тегин переселился в Хами. В 1286 году войска Хайду и Дува-хана внезапно атаковали Хами, и Хаджир-Тегин был убит в бою. У него осталось 3 сына: Нюлин-Тегин, Кипчак и Зюсе-Тегин. Нюлин-Тегин, праправнук идикута уйгурского идикутства Барчука-Артегина. Уйгурское идикутство перешло под контроль Чагатайского улуса. Нюлин-Тегин был вынужден бежать в Юнчан провинции Гансу. Он отправился в Хан-Балык, Пекин, чтобы просить о военной помощи для северного похода. Император Хубилай, восхищенный его решимостью, выдал за него свою внучку, принцессу Булухан. После ее смерти он женился на ее младшей сестре, принцессе Бабуча. Императорским указом ему было предписано оставаться в Юнчане и ожидать там соединения с другими командирами для совместного северного похода. Позднее, получив звание советника Жунлу-Дафу и великого управляющего Пинчжэншжэнши, он возглавил войска своего уйгурского идикутства, включая тумен разведывательных частей. Таньма Цзюнь пошел в карательный поход на Тибет. В исторических хрониках отмечается, что народ благодаря ему обрел покой. В 1308 году Нюлин-Тегин был отозван ко двору и официально утвержден идикутом уйгурского идикутства императором Монгольской империи Юань Хайсан-ханом. В 1316 году император Хайсан-хан пожаловал ему титул Ван Гаочана, царь Гаочана. Хотя Нюлин-Тегин желал вернуть свои родовые земли, у него не было для этого достаточно сил. От монгольской принцессы Бабучи у него было 2 сына: Темур-Бука и Цзяньцзи. После ее смерти он женился на Уладжин, дочери князя Анси, внучке Хубилая, которая родила ему сына по имени Тайпину. Нюлин-Тегин возглавил войска в Турфане, где восстановил уйгурский город. Он скончался в Юнчане в 1318 году, и ему наследовал сын Темур-Бука. Темур-Бука сопровождал отца ко двору, служил в императорской гвардии, управлял делами Великого протектората, а затем был назначен дорогачей в Гунчане, Лунси, Ганьсу и других областей. Когда его отец скончался, Темур-Бука служил в Хан-Балыке, Пекин. Он предложил, чтобы титул Ван Гаочана, царя, унаследовал его дядя Кипчак.
Однако Кипчак решительно отказался, и тогда Темур Бука унаследовал титулы Идикута Турфана и Иван Гаачана. В период Чжичжи 1321-1323 года он командовал войсками в Ганьсу, продолжая управлять своими владениями. В 1324 году он был отозван в хан Балык Пекин и вместе с Ван Куанче Бухуа, Майну и Кабуха был отправлен для усиления обороны в Синьян. Вскоре он получил высшие придворные звания Кайфу и Тунцы и был назначен Пинчженом, высшим чиновником в Хугуане. В 1328 году император Тук-Темур вызвал его в столицу Хан-Балык для помощи в восшествии на престол и подавления мятежа в Шанду. Когда Цзо Чен, заместитель начальника в Хугуане, оклеветал Темур Буку, был издан указ казнить клеветника. Однако Темур Бука вступился за него, заявив: «Он несомненно виновен, но вина его не заслуживает смерти». Современники восхищались его великодушием. Он был удостоен высших титулов и званий Кайфу и Тунца и Шанчжуга, и назначен управляющим важной военной палаты Чжумюань. В первом месяце следующего года он был назначен левым ченсином канцлером Центральной палаты Чжуншушен. В третьем месяце добавилась должность начальника канцелярии при наследнике престола. В 10-м месяце он стал начальником палаты инспекторов Юйшитай. После этого он уступил титул Идикута Турфана Иван Гаачана своему младшему брату Цзяньцзи. В 1340 году он вновь был назначен левым ченсином и поставлен во главе комиссии по составлению государственной истории. В 1346 году он оставил эту должность. Согласно записям Тао Цэ Цзуньи в подробных записках, в дни, когда великий наставник Баян произвольно распоряжался властью, Чиньван Чичеду и Ван Гаачана Темур Бука были оба убиты, будучи невиновными. Внешняя история Гэншэня утверждает, что в 1351 году канцлер Токта ложно обвинил его в заговоре с целью нанесения тяжкого вреда, и император Тагон Темур приказал убить его. По тому же делу был казнен и его брат Идикут Турфана Тайпину. Цзяньцзи, сын Нюлин Тигина, Идикута уйгурского идикутства. Когда в 1329 году Темур Бука занял высокие посты при дворе, он уступил титулы Идикута Турфана Ивана Гаачана своему младшему брату Цзяньцзи. В 1331 году Цзяньцзи добровольно отрекся от престола в пользу своего младшего сводного брата Тайпину. Цзяньцзи скончался в следующем году. После смерти отца Тайпину, титул Ван Гаачана Идикута уйгурского идикутства унаследовал его сын Будашири. К этому времени земли Турфана находились под властью Чагатайского улуса. После Будашири титул Ван Гаачана унаследовал его брат Ерук-Тимур. Ерук-Тимур, сын Тайпинно, идикут уйгурского идикутства с 1318 по 14 июля 1353 года. Ерук-Тимур скончался в своей армии в Наньяне 14 июля 1353 года. Его сыну Санге было приказано унаследовать титул идикута уйгурского идикутства Ивана Гаачана. Сын Сюйсюэ Тигина, Дорди Тигин, стал князем Цзиннани с титулом Цзиннань-Ван.